Коммунальный апокалипсис. В чем причина десятков аварий по Татарстану и где проверку на прочность не прошли? Первая цифровая проблема года – новый школьный электронный дневник. Когда же заработает? Какими будут СМИ будущего? Проникновение цифровых технологий и искусственного интеллекта в масс-медиа. Люди, явления, события, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте, в эфире «7 дней», в студии Ильшат Аминов. Смотрите сегодня. У меня вот рука болит, я с одной банки хожу только. 83 года сейчас. Мы пришли в век, который был, когда вообще не было водопровода. «Ищи ветра в чистом поле». Сказ о том, как Чистопольский водоканал держит жителей на сухом пайке. Мы остаемся в России, все, мы не поедем никуда. Ты просто живешь, просто понимаешь, и я хочу жить. Новая жизнь и новые мечты. Дети из Лисичанска Рубежного, теперь ученики Елабужской школы. В госуслугах не могла с первого раза сделать аккаунт для ребенка. Домашка, она еще не прогружается. Мы, например, без домашки можем остаться. Электронный дневник. Образовательный квест продолжается. Выдержат ли учителя и родители? Согласитесь, мы привыкли за эти годы к сравнительно теплым зимам. Нынешняя заставила нас вспомнить, что мы живем, оказывается, в суровых климатических условиях, с морозами и черными буранами, которые не прощают разгильдяйства и беспечности. На конец января в Татарстане зарегистрировано 28 аварий на коммунальных сетях. Прорывы регистрировались в Лениногорске, Нижнекамске, Пестрецах. Хуже всего дело обстоит в Чистополе. Средний уровень износа сетей и здесь, и по республике 41%. Но есть участки, изношенные и на 70%, и на 90%. Сразу после новогодних праздников 2/3 жителей города Чистополь остались без воды. У некоторых засуха в кранах продолжалась 10 дней и больше. Наши корреспонденты, побывавшие в городе на этой неделе, узнали и о совсем вопиющих фактах. Некоторым жителям Чистополя водоканал пообещал дать воду только в марте. При этом даже не организовав стабильный подвоз воды с удобным для жителей графиком. Но, по словам самих горожан, предприятие исправно собирает деньги за коммунальные услуги с тех же обезвоженных жителей. Это уж вообще запредельный цинизм. Меня, честно говоря, удивляет наглое и наплевательское на всех позиции руководства и владельцев Чистопольводоканала. Они даже и не думают просить прощения у жителей Чистополя за то, что испортили им фактически жизнь. Покаялись бы на коленях на центральной площади, пообещали искупить вину ударной работой и личными деньгами. Неужели вы думаете, что ваши высокие покровители, в том числе и в столичных кабинетах, помогут вам избежать ответственности за то, что вы довели предприятие критической инфраструктуры целого города до ручки? Все надеетесь, что вам удастся спрятать концы в воду? Ой, вряд ли. Следком, по сообщению газеты «Реальное время», уже возбудил уголовное дело. Надеюсь, что подключится и прокуратура. Земля должна гореть под ногами у тех, кто так пренебрежительно относится к реальным страданиям людей. Диляра Юсупова расскажет о чистопольских хождениях по мукам. Все на пенсии, кто участники труда, в основном тоже ветераны труда. У нас 11 дней нет воды. Набираем. 11 дней, вы можете это представить? И до сих пор нету. Вообще мы пришли в век, который был, когда вообще не было водопровода. Вереница голосов, лиц, жестикуляций, где каждый перебивает друг друга от того, что отчаялись и боятся не быть услышанными. Уже около 2 недель их не слышат и будто бы не видят. 11 дней нет воды и уже надежды. Мы таскаем воду, вот видите, она тут уже у меня ступенька заледенела. Я живу одна с дочкой. Знакомьтесь, Гузель Софиулина, мама девочки с диагнозом бронхиальная астма. Трубку для ингаляции надо промывать проточной водой 3 раза в день. Причем не просто водой, а под напором. Сделать это в таких условиях, конечно, невозможно. 2 краника, вот они. Вот, открыты. Нет, ни шипения, ни гудения, ничего нет. Вот у нас бутылки стоят. Вот, представляете, сколько нужно таких бутылок натаскать, чтобы постираться? У нас 11 дней нет воды. 11 дней.
И по сегодняшний день нет воды. То есть мы не помыться не можем. Что остается местным жителям? Местным жителям остается только покупать питьевую бутилированную воду. Можно, конечно, получить и бесплатно. Теоретически колонки расположены по всему городу, но зачастую выглядят вот примерно таким образом. Обратите внимание, из-под слоя снега видно только макушку. Работает она или нет, я думаю, даже не имеет смысла проверять. На единственную работающую колонку мы идем вместе с местным пенсионером. Таких здесь большинство. А дома конкретно ему, хоть и недалеко, но, сами понимаете, возраст. То нога подведет, то спину стреляет. У меня вот рука болит, я с одной банкой хожу только. Да. 83 года, сейчас возраст стоит. А теперь о причинах. Причина – авария на трубопроводе по улице Льва Толстого. Коммуникации старые, аварии не первые. За январь это уже в 5-й раз. Картина середины прошлого месяца. Машины плывут по течению, и это не растаявший снег. Тогда без воды осталось порядка 40 тысяч жителей. Теперь, конечно, меньше, но 11 дней. Это как? В исполкоме объяснили, время затягивается, ибо иметь дело со старыми сетями – ювелирная работа. А что происходит со старой трубопроводом? Если мы только потревожим механическим путем грунт сверху, хотя бы тронем, вот, происходит движение грунта, в том числе инженерной сети. И так как материал этого трубопровода, он полностью состоит из чугуна, чугун просто как лезвие, как будто лезвием его обрезали, он лопается. Водоканал на месте, руководитель исполкома тоже. Именно администрации в основном и приходится отдуваться за себя и за того парня. Тот парень, а именно руководитель водоканала, почему-то в Казани. Оказалось, что организация с такой, казалось бы, социальной направленностью давно в частных руках, с 2014 года. Это данные из открытого источника. Платежи с тех же чистопольцев получает регулярно. С самим руководителем мы вышли на связь по телефону, где он заявил, что ни от кого не прячется, а исполком тоже несет ответственность. Сетями мы не всеми владеем. Конкретно, где аварии происходили, там это владеет муниципалитет. В 2023 году 4 километра сетей уже поменяли. В этом году планируют еще 4 километра сетей. Администрация, кстати, согласна и объясняет, мы действительно имеем 25 плюс 1% акций, но то капля в море. В голосовании они ничего не решают, но проблему все равно пытаются решить. В это лето мы заменили более 9 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Раис республики выделил средства. Вот, и федеральная программа здесь также работала. Если мы за этот год уже летом сделаем второй микрорайон поселок Часового завода, это от Город до Домедиков, в принципе, мы уже 90% от этих аварий отойдем. Водоканал хоть и частный, но когда дело касается жизни простых людей, какая разница? На заседании комитета по ЧС первый заместитель премьера так в лоб и говорит. Да какое это имеет значение? Частный у вас водоканал там, ну как-то это не важно. Судя по реакции в Подмосковье, там тоже котельная частная была. Требуйте. Тогда, 17 января, было дано поручение разобраться. Раис республики уже позже заявляет ответственным лицам: возьмите уже на контроль. Дело частное должно стать государственным. Надо почистителю принять решение. Этот собственник, он никудышный. Разобраться с ним и, конечно же, посмотреть, что нужно сделать, чтобы таких моментов не было. Нагрузку дали эту штраф 40 миллионов, который мы оплатили уже половину. Ну, то есть нет денег, да, это все как бы? Нет, конечно, денег. Не хватает на все это денег. Проблема есть, но проблема решается. То есть в плане того, что передать его в государственные руки, мы этим вопросом занимаемся. Полностью поддерживаем нашего Раиса. Водоканал перейдет в государственные руки. Это дело решенное, однако решит ли это проблему глобально? Евгений Соколов тоже из Чистополя, правда, живет не там, где произошла авария. Но что толку? Вода течет, но разве можно это назвать течением? Холодная. Вот. Чуть-чуть есть, да? А горячая, судя по всему? Вот горячая вода. Вопрос повсеместный, кроется глубже. По данным водоканала, изношенность казанских сетей 73%. При этом строительство новых домов продолжается. На какие сети сажают постройки? Старые? Бесхозные?
По данным Росстата, за 6 лет с 2015 по 2021 годы жилищный фонд Татарстана увеличился на 15 миллионов квадратных метров, то есть на 15,5%. При этом общая протяженность уличных водопроводных сетей увеличилась менее чем на 5%, причем с 2018 года она не росла, остановившись на отметке 12 700 километров. Тариф, кстати, повысился почти в 2 раза. Обслуживание и ремонт сетей в него включены. Повышение как раз и было превентивной мерой для решения вопроса, но не помогло. На ремонт сетей заложено в тарифе, но заложено мало. Если мы посмотрим вот за рубежом, вода достаточно дорогое удовольствие. Нужно бороться за субсидии федеральные, нужно организовывать субсидии местные, нужно и от людей брать часть. Все это дело складывать, но в пределах тех объемов, которые мы реально можем освоить и, так сказать, улучшить. Мы отправили запрос в водоканал с вопросом, как будет решаться проблема на текущий момент. Однако ни о каких федеральных программах речь не идет, лишь о республиканских. Минстроем РТ утверждена региональная программа модернизации системы коммунальной инфраструктуры республики на период с 23 по 27 годы, в которую в том числе вошли мероприятия по реконструкции сети водоснабжения Казани. В случае продления сроков реализации программы на последующие годы водоканалом будет сформирован перечень мероприятий по модернизации инженерной сети в рамках определенных лимитов. В случае продления, то есть, может, не станем частью программы, может, станем, если повезет. Чистополю повезло. Уже в день наших съемок дыру залатали, воду дали, но дыра по республике остается. Недоремонт систем водоснабжения на данный момент составляет 126 миллиардов рублей. Бесхозными признаны 48 километров труб, поэтому быстрое и эффективное решение под большим вопросом. Диляра Исупова, Роман Безменов, 7 дней. На этой неделе в своей программе «Реплика», которая выходит в телеграм-канале ТНВ, я позволил себе немного оправдать нынешнюю администрацию Чистополя во главе с Дмитрием Ивановым, которая никоим образом не связана с приватизацией Чистополь-водоканала в 2006 году и получила этот головняк в наследство. Что тут началось? В чистопольских пабликах написали, что я лизоблюд, прислужник власти, купленный журналист и так далее и тому подобное. Это еще не самые крепкие выражения. Скажу честно, я не обижаюсь на авторов этих слов. Если бы у меня дома не было воды 2 недели, я бы еще не так озверел. Еще раз просто объясню свою позицию. Я считаю, что люди должны знать правду и не вешать все грехи на нынешнее руководство города. Конечно, главе Чистополя Дмитрию Алексеевичу теперь придется как-то разгребать эти авгиевые конюшни. И для этого нужно совершить новый подвиг Геракла, несмотря на наличие высоких покровителей Чистополь-водоканала. Руководство и владельцы этого предприятия, если не признают свою вину, не исправят ошибки, я убежден, должны быть привлечены к ответственности не только моральной, но и материальной. К другим темам. Старшеклассники из Луганской Народной Республики окончат школу в Елабуге. В Татарстан приехали 50 будущих выпускников из городов, которые восстанавливает наша республика, из Лисичанска и Рубежное. Для подростков специально разработана программа, позволяющая адаптироваться к новым условиям жизни вдали от родителей и дома. Впереди у старшеклассников подготовка к сдаче ЕГЭ и поступление в российские вузы. Опыт работы с выпускниками школ из ЛНР у Татарстана уже имеется. Год назад одну из местных школ в Елабуге с успехом окончили 47 жителей Лисичанска и 5 из Рубежного. Многие поступили в Елабужский институт КФУ и сегодня продолжают обучение в Татарстане. О чем мечтают ребята в новой жизни в репортаже Алины Сулеймановой. Привет родителям из снежного Татарстана. Самая важная новость, которую ждали десятки семей в городах Лисичанск и Рубежное. Отправляя своих детей в нашу республику, близкие желали им не только отличной учебы, но и будущих побед над всеми обстоятельствами, с которыми в жизни приходилось сталкиваться и 17-летней Маргарите, и ее сверстникам. Мама сидела возле окна, вот, на кухне,
И когда пролетел осколок, она отвернулась, у нее осколок пролетел по щеке, как царапинка. Ну, и можно так считать, этот осколок мог и меня убить. Украинцы. Мы это с соседнего района стреляли. Тут недалеко было слышно, было выхлоп и прилет сразу же. Эти дети историю своей страны изучали не за школьной партой. Россия – это лучшая страна вообще во всем мире. Для меня это ценность. Просто так. Принимая решение стать гражданами Российской Федерации, каждый из ребят был поставлен самой жизнью перед выбором. И так же, как и их близкие, свой выбор они основывали на личном жизненном опыте. Когда мы однозначно увидели, что нет, нам не надо эта страна, которая нас как бы обстреливает, мы сказали: все, мы остаемся в России, все, мы не поедем никуда, только Россия, и все. Данилу 17, и он тоже рассуждает по-взрослому. Ты просто живешь, просто понимаешь, я хочу жить. Ты слушаешь эти обстрелы и думаешь, зачем мне все это? Я просто хочу выжить, я не хочу ничего просто. Ты думаешь, а что будет завтра? Неважно, я живу сегодня и сейчас, это уже хорошо. В общеобразовательной школе Елабужского института КФУ, где ближайшие полгода предстоит учиться детям из Лисичанской Рубежной, первый урок обществознания. Обществознание, оно... Ребята активно вспоминают, что изучали. А это уже из новейшей истории. Открываем информационную ленту. Оставляя Лисичанск и его окрестности, военнослужащие ВСУ взрывали и разрушали важные административные здания. В эти дни и месяцы семья Данила, как и семьи его сверстников, находились дома в Лисичанске. Трагические события разворачивались на их глазах. Данил рассказывает, что от тяжелой реальности спасали книги. Прочел Льва Толстого «Война и мир». Я думаю, что такого отклика у обычных людей эта книга не вызовет, потому что они не видели этих событий. У них другое понимание всего этого. Они не способны прям в полной мере осознать это, если не побывали там. Дети из городов, которые восстанавливает наша республика, приезжают к нам погостить на каникулы часто. В прошлом году сюда приезжал 11 класс, там были уже мои одноклассники некоторые, и знакомые. Поэтому я здесь как бы не чужой человек. В этот раз задача у Данила и 49 детей из подшефных городов Лисичанской Рубежная серьезнее. Подготовиться, успешно сдать ЕГЭ и поступить в российский вуз. Я мечтаю, в принципе, о том, о чем мечтают другие люди. Это найти себя и реализовать свои возможности в полной мере. Иначе какой смысл жить, если ты ничего не делаешь и ничего не добиваешься? А вот Роман пока не решил, куда будет поступать, но точно знает, что станет спасателем. И уже сегодня оценивает то, сколько сил вкладывает Татарстан в восстановление мирной жизни в его родном городе. Все меняют, все делают, все убирают, помогают. Людям дали работу, восстановление, сами местная работа появилась, это уже какие-то деньги. На встрече с министром образования и науки республики ребята говорили и о многонациональном Татарстане, и о мерах поддержки, которые оказывает и готов оказать регион будущим студентам. Вот в этом году мы выиграли 441 стартап-студию. Это получают студенты, у которых будущее, потому что студенты, они как предприниматели, выиграют 1 000 000 рублей. Значит, получается 441 миллионер у нас в этом году. Приезд в Татарстан для этих ребят – огромная возможность состояться во взрослой жизни. Но без тех, кто поддержит и направит, это реализовать невозможно. Добрый день, Елена Ефимовна. Пишут вам с большой благодарностью родители лисичанских студентов-первокурсников. И потому не меньше волнения сегодня испытывают и учителя, и преподаватели. Честно, я как будто бы своего родного человека это письмо получила. Для меня это тоже было важно. Опыт, который активно развивается в Республике Татарстан сегодня, уже завтра принесет новые результаты. Я должна сказать, что это уникальный опыт. И раз второй год он тиражируется и продолжается, значит, он нужный. И я благодарна и правительству республики, и Раису республики за то, что этот проект, это дело доверит второй год Казанскому федеральному университету.
Преподаватели, которые сопровождают детей из ЛНР в Татарстан, даже не скрывают чувство радости за своих воспитанников. Спасибо Татарстану, что даете детям нашим такую возможность. Мы верим, что у них с вашей помощью все получится. Но в том, что все получится, здесь никто не сомневается. Будем вместе работать, я думаю, все у нас получится. И тем более, действительно, ребята поддерживают связь и с предыдущей группой уже выпускников и студентов. И у нас происходит постоянное взаимодействие как и с родителями, так и с администрацией. В Елабуге созданы все условия для проживания детей. Тут вообще близко, минут 5 максимум идти. Девочки проводят нам экскурсию. Когда мы открыли шкафы, там уже висела наша форма, мы удивились. И эти мягкие игрушки, которые приехали с ними за 1000 километров от дома, еще раз напоминают о том, что детские мечты должны сбываться. Роман – коренной житель Лисичанска, гражданин Российской Федерации. По-другому он себя и не видит. А его старший брат ушел добровольцем на СВО, а мама и папа всегда знали, что их дети будут жить в России. Новый год, 9 мая, все парады, все это мы по телевизору смотрели. Новый год – это часть разницы между Украиной и Россией, был. И мы постоянно смотрим сначала Владимира Владимировича Путина, а потом уже... Сегодня у парня есть мечта, и он так же, как и все его близкие, каждый день идет к этой мечте. Я мечтаю, чтобы скорее закончилась специальная военная операция, чтобы было все хорошо. Алина Сулейманова, Андрей Ключников, 7 дней. Продолжим тему образования. У родителей, учителей и детей уже месяц головная боль от нового электронного дневника. Не буду уподобляться чиновникам от образования и Минсвязи, которые все говорят очень завуалированно. Скажу прямо, новый электронный дневник – это прежде всего федеральное требование. Поэтому вход в региональную систему электронного дневника как для родителей, так и для учеников возможен только через портал госуслуг Российской Федерации. Централизация всего и вся пришла и в эту сферу. И это нужно принять как данность. Преимущество, удобство использования нового электронного дневника – это уже во вторую очередь. И с этим как раз пока огромные проблемы. Главное – нет четко отработанных стандартов, единых для всей образовательной системы. В частности, логины и пароли, которые школы должны были выдать родителям после 22 января, выдают не везде. До сих пор в образовательных учреждениях путаница. В одних школах их передают по запросу родителя без какого-либо заявления и согласия, а в других обязательно требуют письменный запрос и паспортные данные родителей. Перечислять все узкие места можно долго. Для эксперимента я сам зашел на сайт info.edu.tatar.ru и попытался разобраться в пошаговой инструкции регистрации ребенка в новом электронном дневнике. Честно скажу, моих талантов пользователя не хватило. Мысленно пожалел всех родителей, которые испытывают подобные трудности. Всех нас надо обучать. Кстати, раис Республики Рустам Минниханов на коллегии Минцифры Республики Татарстан поставил задачу решить все технические проблемы, установить все причины сбоя в регистрации школьников. О предварительных результатах программы, всех плюсах и минусах нового электронного дневника Диляра Юсупова. Школьный бумажный дневник – это практически лицо ученика. Через него прошло не одно поколение школьника. У меня в руках вот такой стандартный детский, но часто именно по обложке можно было многое узнать о его обладателе. Например, чем увлекается твой одноклассник или его любимая музыкальная группа. А еще подросшие дети, в том числе и я, до сих пор ассоциируют дни недели именно с порядком расположения в школьном дневнике. Например, понедельник – это начало первой страницы, а суббота – конец второй. Современные дети уже вряд ли будут иметь такие ассоциации, потому что теперь бумажный дневник – это просто куча бесполезной бумаги. Кучей он стал еще в 2012 году. Именно тогда его официально отменили, но многие пользовались скорее по привычке или, что называется, по старинке. Продолжают пользоваться дневником пока еще в начальных классах. Малышей так дисциплинируют. Вот и на брифинге в кабинете министров Ильсур Хадиуллин в сердцах так прямо и говорит: да пользуйтесь на здоровье, только никакого реального значения бумажный дневник больше не несет. 2. Не знаю. Не знаю. Я не знаю.
Бумажный дневник он для себя, пожалуйста, пусть заводит. А в этом бумажном дневнике у нас оценки никто ставить не будет. У нас есть электронный журнал. Мы его заполняем независимо от того, родитель хочет, не хочет знакомиться, приходит, не приходит. Оценки в электронном журнале будут. А вот десятиклассники все еще привыкли писать на бумаге. Мы невольно подслушали мнение старшеклассников на тему электронного новшества. Домашка, она еще не прогружается. Мы, например, без домашки можем остаться, а потом учителя с нас спрашивают. Вот. Просто он недоделанный, сырой. Да, сырой проект. Мытарство учеников – ничто по сравнению с пыткой для родителей. Они уже выставили двойку всей новой системе электронного образования. С начала новой четверти родительские чаты завалены недовольством. Опять придумали что-то, что усложнит жизнь всем. Проблемы с подключением его в госуслугах. Не могла с первого раза сделать аккаунт для ребенка. То у меня принималось свидетельство о рождении, то не принималось, кое-как. Я боюсь, как-то это не перешло все в электронный вид. И так как бы у нас дети не все с хорошим зрением, поэтому не хочется еще его дальше портить. Неверный вход, отсутствие учетной записи, чужие дети в вашем личном кабинете – все это промахи новой цифровизации. 51-я Казанская школа были первыми, кто вошел в пилотный проект электронного дневника МЭШ. Они прошли всю родительскую панику еще год назад. Было все – и недовольство, и угрозы, и отказы от регистрации. До сих пор есть несколько человек, кто ни в какую. 4-5, наверное, точно есть. Были те, которые изначально отказались, но потом они поняли, что они не видят оценки и, видимо, общаются с другими родителями, которые рассказали про все возможности обновленной версии электронного образования. И они пришли, да, дали согласие, вообще без проблем. Теперь они работают, видят дневник ребенка. Распечатка оценок – это, кстати, единственная альтернатива, которую могут предложить тем, кто идет в отказ. Кстати, по поводу личных данных. Это был самый острый вопрос от родителей. Некоторые категорически отказываются входить в систему через ЕСИА. ЕСИА – это логин и пароль. Только логином является номер электронной почты, куда приходит смс-ка, если вдруг кто-то пытается взломать меня. То есть это сразу об этом узнать, называется двухфакторная аутентификация. А пароль я ставлю любой, желательно 20-значный ставьте пароль. Не хотите возиться по каким-то причинам, приходите к классному руководителю, говорите, не хочу, времени нет, дайте мне логин и пароль, вам дадут обычный логин и пароль. С 22 января их должны были раздавать в школе, но до сих пор не все их получили. Кроме того, логины и пароли не повод не регистрироваться. Так или иначе, добровольно или принудительно, придется. Получается, федеральный закон дает право решать, регистрироваться на каких-либо цифровых площадках или нет, но воспользоваться этим правом нельзя. У меня здесь уже отмечены планируемые результаты, тема и материалы к уроку. Допустим, у меня идет урок, и я могу включить интерактивную доску и дополнить заданиями. Учителя, хоть и завалены жалобами, в целом систему приветствуют. Говорят, много плюсов именно для самого учителя. Все упорядочено, а еще база имеет целую школьную библиотеку, которую можно использовать. Готовые уроки, слаженные презентации, как следствие сокращения времени. Кому-то нужно больше читать дома, допустим, и я могу написать комментарий или похвалить кого-то, что молодец, ты прекрасно выступил. То есть родители это видят, родителям тоже приятно. Есть мотивация какая-то заниматься дальше. Это уже урок химии. Профильная система тоже работает. Интерактивы, конечно, не заменят настоящих опытов, но уж точно могут их богато дополнить. Большой плюс – это концентрация. Мы можем менять у каждого элемента концентрацию до 50%. Здесь же в реальных условиях так сложнее сделать, тем более нельзя с большими концентрациями работать детям. Более визуально, быстрее. Даже когда не предусмотрена лабораторная работа, мы можем посмотреть и реакцию полностью. Где твой рейтинг, получается? Ты у нас самый первый, что ли? Четвертая пока, да? То есть есть куда стремиться. Молодец. Больше всего многим нравится функция рейтинга класса. Он создает здоровую конкурентоспособность внутри коллектива. Это довольные родители и ученики. Такие тоже есть. Шаира Ганиева вместе с дочкой электронный дневник одобряют. Были вначале немножко трудности при входе, а потом ничего, потихонечку все усвоили, все нормально. Спокойно я могу зайти сначала первую проверить, а дальше уже смотрю уже ее оценки. И вот по этим мы уже
определяем, кто как занимается. Оба ребенка, прям можно зайти спокойно, да, у меня вот. А раньше как было? А раньше уже по отдельности. Словом, если родители по каким-то причинам отказываются пользоваться новой системой, оценки в дневнике они уже не увидят. Максимум домашнее задание. Пока есть 3 родителя выпускных классов, которые наотрез отказываются стать частью электронного образования. Аттестаты и ЕГЭ для этих учеников теперь под вопросом. Данные этих детей должны быть в общей информационной системе Российской Федерации. Это же ЕГЭ, единый государственный экзамен. Работа продолжается. Выдадут? А? Аттестаты им в итоге выдадут? Если данные не сдадут, если мы туда не забьем систему, не получат. Они получат справку, что они учились в школе, закончили 11 классов. То есть они и на ЕГЭ не попадают? Конечно, конечно. Вот самая главная беда. В новой системе, в отличие от старой, нет информации по учебным планам и школьному питанию. В министерстве заверили, что функции будут дорабатываться. В ближайшее время будут окончательно отлажены все выявляющиеся технические неполадки. А пока при любых трудностях призывают обращаться на горячую линию. Никуда не ходить. Это и есть основная идеология электронного образования. А вот благо это или блажь, мы поймем совсем скоро. Диляра Исупова, Андрей Ключников, Роман Безменов, Булат Абдульманов. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. Мы вставляем фитиль и позже заливаем парафином. Каждому бойцу укладываем в эти подсумки носилки. И, в общем-то, их обучают, как пользоваться ими. Здравствуй, солдат, пишет тебе ученица 5 класса. Желаю хорошей службы. В республике завершено строительство всех долгостроев. Восстановлены права на жилье и компенсационные выплаты обманутых дольщиков. Мерами прокурорского воздействия погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 650 миллионов рублей. Об этом говорили на коллегии прокуратуры. Участие в большом совещании принял Рустам Минниханов. В Казани торжественно завершили год педагога и наставника. Для учителей провели большой праздничный концерт в Поволжской академии спорта. Педагогов поздравил Рустам Минниханов. В понедельник Центр избирком страны зарегистрировал 196 доверенных лиц Владимира Путина. Среди них государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев и народный артист республики Салават Фатхуддинов. До этого регистрацию прошли 346 человек. Рустам Минниханов с рабочей поездкой находился в Елабужском районе. Он посетил производство в особой экономической зоне Алабуга. Уже осмотрел новый жилой комплекс, построенный для сотрудников в рамках реализации кадровой стратегии. Новый ЖК возведен в рекордные сроки – за 9 месяцев. Вся система содержания дорог в Татарстане требует серьезного пересмотра. Это показали январские снегопады. Об этом заявил Рустам Минниханов на итоговой коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Минувший год для транспортников был глобальным. На строительство дорог Татарстан получил почти 250 миллиардов рублей. Открыли новую трассу М-12. При этом остается ряд серьезных нерешенных проблем. Парламентская делегация во главе с Фаридом Мухаммедшиным находилась в Республике Беларусь. На встрече с председателем Минского областного исполкома Александром Турчиным обсудили новые проекты и направления торгово-экономического сотрудничества Татарстана и Минской области. В Альметьевске открыли учебное заведение мирового уровня. Владимир Путин по видеосвязи и Рустам Минниханов дали старт работе Высшей школы нефти. Это уникальное учебное заведение на стыке науки, технологий и потребностей страны. ВУЗ уникален тем, что на одной площадке располагаются сразу 2 передовые инженерные школы по добыче тяжелой нефти и биотехнологиям. В Казанском Кремле чествовали тех, чьи научные открытия продвигают Татарстан. Рустам Минниханов вручил республиканскую премию в области науки и техники 4 коллективам. Лауреатами стали более 30 ученых в сфере лингвистики, нефтедобычи, сельского хозяйства и авиационной промышленности. Обеспечить уборку снега и не допускать коллапса не только в городах, но и на селе поручила Рустам Минниханов главам городов и муниципалитетов на совещании в Доме правительства. Главной темой стало устранение последствий снегопада. В народный контроль поступило более 6,5 тысяч жалоб на уборку снега. Рустам Минниханов поручил обеспечить условия для жизнедеятельности в каждом населенном пункте. Какими будут СМИ будущего? Несмотря на то, что основные тренды уже сейчас понятны, я бы не стал делать слишком однозначные выводы и прогнозы. И те, кто сегодня, по примеру героя культового советского фильма «Москва слезам не верит», заявляет, что через 20 лет все будет один сплошной интернет и нейросети, мне кажется, ошибаются.
Конечно, информационное пространство меняется стремительно. Цифровые технологии, искусственный интеллект внедряются во все сферы жизни. Скоро прекратят свое существование такие профессии, как переводчик, водитель, продавец, официант, кладовщик и многие другие. Некоторые футурологи предрекают смерть для профессий журналиста, писателя, композитора и художника, потому что нейросети уже научились сочинять, писать, рисовать. Но это глупость. Искусственный интеллект не сможет изобретать что-нибудь целиком самостоятельно. Он вряд ли будет по-настоящему творческим. И главное, его алгоритмы ограничены программированием и не смогут без помощи человека адаптироваться к значительным изменениям и новым требованиям. Короче, искусственный интеллект не заменяет человека, но облегчает многие рутинные процессы. Но здесь есть очень важная деталь. Постинформационное общество неизбежно разделится на элиту, которая будет обладать полнотой информации, разрабатывать направления развития, и остальную массу людей, которая будет потреблять уже сформированные продукты с готовыми потребительскими свойствами, акцентами и оценками. Короче, будут властители дум, владеющие технологиями, и потребители. Не очень приятная перспектива. В какую часть этого общества, созидающую или потребляющую, попадут наши дети и внуки, зависит от того, что мы сможем вложить в них сегодня. Но вернемся к журналистике. Во-первых, рутинная работа по обработке массивов данных скоро действительно все больше будет делегироваться роботам. Однако за человеком останутся журналистские расследования, умение анализировать и делать выводы. Таким образом, восстание машин в журналистике, если не отменяется совсем, то, по крайней мере, откладывается на далекую перспективу. Второе. Многих волнует вопрос, станут ли нынешние блогеры и стримеры журналистами будущего? Мое мнение, могут при соблюдении ряда условий. Мы сейчас видим, блогеры, как правило, производят развлекательный контент и, увы, часто весьма посредственного качества. На мой взгляд, их успех и популярность недолговечны именно по причине того, что блогерство, за редким исключением, сегодня имеет мало общего с настоящей профессией. Для нас, журналистов, главная цель не только и даже не столько развлечь зрителя, а произвести качественный продукт, донести какую-то мысль, сформулировать позицию. Блогер, умеющий собирать, обрабатывать и доставлять потребителю качественную информацию, уже не блогер, а журналист-профессионал, работающий на определенной платформе. То есть хороший блогер неизбежно, как мохнатая гусеница, может через кокон профессиональных требований переродиться в журналиста. И эта трансформация необходима. Итак, какими будут средства массовой информации будущего? Заменят ли виртуальные роботы современных ведущих? Уйдет ли традиционное линейное телевидение в интернет? И да, что ожидает печатные СМИ? Тимур Бекмурзин побывал на итоговой коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Вы помните фильм «Москва слезам не верит»? Разговор о будущем СМИ неизменно приводит к воспоминаниям из прошлого, тем более, что для нас, для телевизионщиков, этот отрывок из культового советского фильма великого режиссера Меньшова как бальзам на душу. Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. Одно сплошное телевидение. Кто-то скажет, предсказания героя фильма как раз-таки сбылись, только вместо одного сплошного телевидения впору говорить об одном сплошном интернете, где, к слову, нашлось место и телевизионным программам, и электронным газетам, журналам, онлайн-кинотеатрам. Операторов заменили видеоблогеры, журналистов, стримеры, а все это дает к радости новых представителей масс-медиа. За коллаборацию. Еще одно модное словечко из лексикона новых СМИ. Журналистам старой школы, конечно, привычнее, приятнее, знакомое всем сотрудничество, но, может быть, мы безнадежно отстали, устарели, потеряли актуальность, связь с аудиторией. Коллеги успокаивают, все пока не так печально. Я уверен, что при нашей жизни, по крайней мере, сохранятся и газеты, и радио, и телевидение, и при этом, конечно, будут развиваться новые форматы. У всех есть своя ниша. Кто-то в силу возраста хочет быть в интернете, пусть будет.
Кто-то в силу того, что читать на бумаге гораздо приятнее, комфортнее, удобнее, хочет получать печатную продукцию. Вот другое дело, что власти должны создавать для этого условия. Понятно, что телевидение перейдет, скорее всего, в интернет-среду, да, но процесс потребления новостей и, возможно, каких-то другого либо контента, он останется прежним. И вроде бы напрашивается аналогия с постоянно меняющимся и трансформирующимся рынком общепита, где бок о бок работают и рестораны высокой кухни, и добротные кафе для широкого круга посетителей, и так называемый фастфуд, небольшие заведения для быстрого и, что уж там скрывать, не всегда безопасного питания. На практике мы видим, как некогда пафосные рестораны, потерявшие связь с клиентом, закрываются, уходят. Им на смену приходят другие заведения иного формата, либо пространство, что чаще всего заполняет тот самый фастфуд. Так и блогеры в скором будущем придут на смену традиционным журналистам. Понятно, что мы друг друга не перекроем, но часть рынка блогеры все равно заберут. Блогер работает, мне нравится, мне не нравится. Я думаю, я так считаю, журналист так работать не может. Он обязан проверять факты, он должен опираться на документы. Да, блогеры потихонечку становятся, можно сказать, заменяют в каком-то роде журналистов. Но, опять-таки, нужно понимать журналистов, допустим, новостников, которые из мест могут выдать сразу информацию оперативную. Ну что, блогеры? Хорошие помощники профессиональным медийщикам, профессиональным журналистам в том числе. Могут ли они их заменить? Классическая тема там факт-чекинга, да, то есть это сразу, да, отметается, и мы сразу понимаем, что здесь вне конкуренции абсолютный эксклюзив остается за профессионалами. Объективные процессы, которые еще можно в какой-то части контролировать. Это про массовый приход блогеров на рынок масс-медиа. А вот что касается искусственного интеллекта. Асгат Ахметович, я инновационный ТНВ-бот. Задайте вопрос. Наташа, расскажи, пожалуйста, о ТНВ. Загружаю данные. Медиахолдинг ТНВ. Мы что, сами того не желая, выпустили цифрового джина из бутылки и собственными же руками заменим редакторов на ботов, а ведущих на виртуальных роботов? Сегодня мне чат Юнош предложил, скоро мы, прогноз погоды и будем уже пользоваться услугами искусственного интеллекта. Я сегодня посмотрел. Надеюсь, это не для меня только ты подготовил. На самом деле это реально работает. Удачи тебе, Александр Васильевич. Удачи. Полностью роботы не смогут заменить. Все-таки есть такая тема, как аналитика, да, она пока им недоступна. Сложные вещи там, это я не думаю, что в ближайшее время возможно. Я не представляю, как может робот хорошее интервью взять, допустим, да. Искусственный интеллект не рождает новое. Он хорошо обрабатывает существующее. Он может на основе существующего делать прогнозы, не отвечая на вопрос «почему?». А людям нужны ответы на эти вопросы. Новые форматы СМИ, противоборство фейкам и, конечно, проникновение цифровых технологий и искусственного интеллекта во все сферы масс-медиа. Самые актуальные тренды, которые обсудили на итоговой коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Тренды задаются, в том числе в продвинутых регионах, таких как Татарстан. Я был, честно сказать, потрясен. Я был на телеканале «Шаян», на детском телеканале. Они мне показали, как они это делают. Нигде в стране у нас нету детского телеканала, который делают сами ребята и который вещает 24 часа. Это уникально, причем на языке. Пищу готовят, пищу. В информационной повестке главная тема, конечно, Украина, СВО и восстановление на новых территориях, прежде всего тех, что курирует Татарстан, Лисичанск и Рубежное. Год ожидается как никогда насыщенным и богатым на события. Выборы сначала президента страны, затем депутатов в Государственный совет Татарстана, международные спортивные соревнования, саммит БРИКС, Казан-форум. Словом, будет и интересно, и ответственно. И работы хватит всем, и журналистам, и блогерам, и газетам, и телевидению. И все это мы потом почитаем и посмотрим в интернете. Тимур Бекмурзин и Роман Безменов. 7 дней. Сейчас в нашей программе, на нашем канале впервые появится виртуальный ведущий Амина. Она расскажет нам о том, как работает холдинг ТНВ в интернете. Амина, расскажи нам о диджитал-вселенной ТНВ. Добро пожаловать в диджитал-вселенную ТНВ. ТНВ – самая крупная галактическая система в нашей Вселенной.
Она транслирует свой контент через телеканалы ТНВ, ТНВ Планета и ОТР. По последним данным Татtelecom, ТНВ находится на второй позиции по республике в рейтинге телесмотрения. Совокупный охват более 70 миллионов человек. Самое динамично развивающееся направление – Digital. Он охватывает более 15 аккаунтов в социальных сетях. Взгляните на цифры. В YouTube 300 тысяч подписчиков, в TikTok 120 тысяч, в сообществах ВК 225 тысяч, сайт ТНВ входит в топ-5 по версии Life Internet и дает ежемесячно более 1 миллиона просмотров. Годовой охват ТНВ Digital 63 миллиона. Получен новый сигнал. Это радио Болгар. Сигнал Болгар распространяется как в FM-диапазоне, так и в интернет-сети для аудитории более 4 миллионов человек. Их волны доносят нечто загадочное, душевное и очень красивое. Татары называют это мон. Эти мотивы можно слушать бесконечно, но нам пора. Не расстраивайтесь. В 2023 году радио Болгар подружился с Алисой из Яндекс.Колонки. Просто скажите: Алиса, включи радио Болгар и наслаждайтесь. Следуйте за мной. Мы перемещаемся на самую музыкальную телевизионную планету Майдан. Отсюда лучше всего наблюдать за звездами эстрады. Потоки музыкального контента и ярких эмоций завораживают и собирают у экранов почти 20 миллионов зрителей. За ними наблюдают и в диджитал-пространстве. ВК – 53 тысячи, YouTube – 21 тысяча, совокупный годовой охват – 13 миллионов. Слышите эти позывные? Мы отправляемся в мир детства. Шаян – самая молодая и яркая диджитал-звезда нашей вселенной. Ее населяют дети, они озаряют светом улыбок и радости целую планету. Ежедневно за их жизнью наблюдают более миллиона зрителей через спутниковые, кабельные сети, а также онлайн. За 5 лет Шаян стал самым успешным и прогрессивным детским национальным каналом. Он активно захватывает благосферу. Особую популярность обрели программы, созданные для интернет-аудитории. В декабре 2023 года YouTube-канал «Шаян» вошел в топ-20 региональных YouTube-каналов по вовлеченности аудитории. Сегодня в социальных сетях «Шаян» более 150 тысяч подписчиков. В YouTube более 20 тысяч, в ТикТоке 95 тысяч, в ВК 12 тысяч. Годовой охват «Шаян Digital» составляет более 8,5 миллионов. Да, на наш век профессии ведущего еще хватит. А сейчас я предлагаю вам внимательно посмотреть на экран и попробовать догадаться, что это. Да, это обычный недорогой березовый черенок лопаты, который силами волонтеров становится важным помощником для наших бойцов. Вот удивляет меня смекалка и находчивость наших людей. Мы уже рассказывали, как нурлатцы отправляют на фронт котов, чтобы те победили полчища грызунов, доставляющих бойцам на передовой много ненужных хлопот. Другие кулибины разработали вариант экоокопных свечей из шишек. Они меньше чадят. И вот, возвращаясь к черенку лопат. Юные воспитанники кружка «Золотые ручки» из Буинска придумали из них делать трости для раненых бойцов. Причем изделия доводятся до такого совершенства, что их можно смело предлагать для торговли медицинским оборудованием. Самые теплые побуждения многих жителей нашей республики, желание помочь ребятам на фронте, постепенно превратились в целое движение, имеющее одну цель – поддержать наших героев на пути к победе. Репортаж Ленара Балиулова. Каждый раз ко дню отправки очередной партии груза члены волонтерского движения Апасовского района придумывают что-то новое, необходимое бойцу в зоне специальной военной операции. В этот раз на фронт пойдут коробки с домашней лапшой. Все началось с того, что в предыдущий раз в единичной посылке этот продукт уже отправляли солдату. А там суп, приготовленный из нее в окопных условиях, очень понравился. И теперь здесь готовят в промышленных масштабах, как оказалось, такой необходимый, а главное, домашний продукт. И это только начало. Далее мы планируем запустить, можно сказать, производство супов быстрого приготовления. Это будут полностью натуральные супы из натуральных овощей и лапши.
В Апасовском районе работает 12 ячеек по сбору и производству грузов. Особая гордость – это женская бригада, которую 1,5 года назад организовала Сания Софиуллина. При полной поддержке администрации района на конвейерный поток было поставлено производство, например, бескаркасных носилок. Только в прошлом году их сделали 700 штук. И, соответственно, в медицинские роты отдаются. Конкретно вот у нас есть, мы укомплектовываем подсумки, и там каждому бойцу укладываем в эти подсумки носилки. И, в общем-то, их обучают, как пользоваться ими. И приходит, да, вот как раз у нас вот приходят оттуда обратные отзывы, как они благодарны, что это очень нужно. В швейной мастерской на базе подросткового клуба «Алга» представительницы прекрасной половины человечества, как они определяют себя, серебряного возраста, 4 смены изготавливают подсумки для медикаментов, подушки для раненых, вяжут теплые носки. Фахинор Набиуллина отдельно открыла свою линию одежды, необходимой для раненых солдат. Специальных распашных сорочек со специальными боковыми тесемочками. 5 февраля отправят 60 сорочек. Мы подумали, чем помочь, просмотрели весь интернет. Переговорили с одной работницей ростовского госпиталя, которая и рекомендовала нам шить именно распашные сорочки с открытыми боками. Только мы не стали ставить липучки, так как это может нанести вред телу раненых, а остановились на варианте тесемочек. А это уже Буинский район. Школьники производят окопные свечи. К сожалению, в полевых условиях, когда враг следит за тобой и днем, и ночью, ни костра не разведешь и, соответственно, пищу не приготовишь и не согреешься. Эти свечи очень эффективные, они не чадят и они очень компактные. Но за счет высокой теплоотдачи на них можно разогреть еду и от них можно погреться. Для начала измеряем банку и получается 7 сантиметров. Потом на гофрокартоне отмеряем это и позже вырезаем. И смягчаем его. Потом скручиваем. Мы вставляем фитиль и позже заливаем парафином. А после этого у нас есть письма. В данном письме здесь написано: «Поздравляю вас с наступающим Днем Защитника Отечества. Желаю вам хорошего здоровья, спокойного сна, всего самого хорошего вам. Возвращайтесь живыми. Надеюсь, эта свеча будет гореть в вашем сердце». Приклеим к банке, и получается вот такая окопная свеча. В этой школе педагоги вообще грамотно и рационально подошли к организации производства. В одном классе дети нарезают картон на специальные полосы, упаковывают их в жестяные банки из-под консервированных продуктов, тут же пишут письма с пожеланиями, душевная теплота которых сравнима с теплом этих свечей. Здравствуй, солдат, пишет тебе ученица 5 класса. Желаю хорошей службы, чтобы ты вернулся живым. В другом кабинете на маленькие кусочки разбивается парафин для последующей плавки. Ну а финальная стадия – это заливка расплавленного парафина в банку с картоном. Кстати, в процессе съемок мы познакомились с настоящим македонским, только Михаилом. И как оказалось, он очень любит историю России, разбирается в ней, и он озвучил свой прогноз по итогам СВО. Ты как думаешь, победим? Нет? Конечно, победим. Почему? Ну и не таких выигрывали, так сказать. Побеждали, много войн. Россия сильная страна, с нами Бог. В Буинске пошли путем поиска новых решений в помощи фронту. Например, нашу съемочную группу удивили в центре внешкольной работы. На базе кружка «Золотые ручки» дети активно помогают своему учителю в изготовлении тростей для раненых солдат. Даже более того, по словам педагога Айрата Гемранова, если будет нужно, он готов изготавливать костыли. Тут же в этом центре работники плетут своими руками, казалось бы, некое украшение – браслет. Но на самом деле это армейский браслет из 5-метровой крепкой веревки, распутав которую можно использовать в медицинских, например, как жгут для остановки крови, хозяйственных и иных целях. Вроде так просто, но так необходимо. Уже 6 февраля гуманитарный груз отправится на передовую. Волонтерское движение в республике – это огромная армия неравнодушных и активных. Только в Буинске их более 2000 человек. Более 21 миллиона человек. Это 15%, более 15% всего населения нашей огромной страны. Это армия целая, огромная армия. И, конечно, сегодня особенно важно, особенно ценно, что вы поддерживаете наших ребят. В Татарстане волонтеров более 100 тысяч. Это огромная армия людей различного возраста и социального статуса.
Первоклашки из Буинска, кстати, тоже приготовили для наших родных ребят свою поддержку – обереги. Талисман с единственным пожеланием, чтобы были живы и здоровы. Ленар Валиулов, Андрей Ключников. 7 дней. Экологическое благополучие является одним из приоритетных для татарстанцев факторов при выборе места жительства. Таковы результаты опроса, проведенного подразделением ОНО «Диалог регионы». 95% опрошенных поставили на первое место именно этот фактор. Чистый воздух, качественная вода, отсутствие свалок и зеленые зоны. Это то, как мы с вами, простые жители, воспринимаем вопросы экологии. Об этом говорили эксперты клуба «Волга», где озвучили и серьезные цифры. На природоохранные мероприятия за последние 6 лет в республике было направлено 60,5 миллиардов рублей. Улучшено экологическое благополучие для 3,5 миллионов жителей региона. Татьяна Тимошенко о том, что не всегда увидишь даже вооруженным взглядом. Чистый воздух и качественная вода – это уже не лучшие друзья, а важный экономический показатель и критерий благополучия общества, завязанный на продолжительности качества жизни, а значит количество трудоспособного населения, налоговые поступления, способность и структуру потребления, расходы предприятий и государства на здравоохранение. Здоровые люди – основа страны в самом широком смысле. Измеряются такие показатели, как азот оксида, диоксид азота, аммиак, сероводород, диоксид серы. Эта станция контроля загрязнения воздуха находится в центре Казани, вокруг дорожной артерии города. На данный момент у нас превышение не фиксируется, превышение не выявляется. Выдвигаемся на плановую точку отбора воздуха. В Казани и крупных городах республики работают и такие передвижные станции мониторинга. Останавливаемся между трубами ТЭЦ и жилым массивом, в центре которого детский сад. Превышений не выявлено. Влияние человека на протокол замеров исключено. У нас идет автоматический пробоотбор. Далее уже все результаты у нас усредняются за 20 минут и выдаются уже в программе. Взаимодействие органов власти, которые должны решать задачи общества, бизнеса и науки, обсуждали эксперты клуба «Волга». Но расчистка, по-другому не скажешь, проблем, накопленных за предыдущие годы промышленного строительства, когда вопросы экологии не стояли в приоритете и в технологических возможностях, также стали за последние годы главными достижениями, в том числе и нацпроекта «Экология». Помогает решать сложные вопросы – это наука. Я хочу им отдельно подчеркнуть еще раз диалог власти, науки, общества и бизнеса. Улучшили условия 3,5 миллионов населения. Это такие как пилотные проекты, которые нам позволили реализовать в рамках нацпроекта «Экология». Это рекультивация иловых полей. Это активная дегазация Самосыровской свалки. Это демонтаж бездействующего нефтепровода озерного месторождения. Конечно же, это конкретные проекты. Ну, например, проекты, связанные с Нижнекамским промышленным узлом. Это проекты, связанные с переработкой нефти. А всегда переработка нефти, особенно такие сложные технологические задачи, как тяжелые фракции нефти, это все связано с экологией тоже. И с выбросами, и это то, что люди очень чувствуют всегда. ESG-принципы, экология, социальная политика и корпоративное управление. Система рейтинга вошла в мир бизнеса и управления всего лишь несколько лет назад, но Татарстан практически сразу по показателям экологии стал лидером и сейчас удерживает позиции ведущей пятерки регионов. Каждый день качество воздуха определяет 17 постоянных станций в зависимости от специфики промышленной зоны. В Казани по 28 параметрам, в Нижнекамске, Альметьевске по 35. И за последние годы, отмечают эксперты, количество жалоб жителей городов снизилось в разы. Поступают данные 9 предприятий крупнейших. Это Татнефть, это компания Сибур и компания Танека. В конце 2023 года, в декабре, была установлена еще одна дополнительная станция «Казань-Оргсинтез». Данные будут поступать в ближайшее время в нашу же систему единую. То есть все данные интегрируются, и мы в автоматическом режиме отслеживаем качество атмосферного воздуха. Автовладельцы какой вклад вносят в загрязнение воздуха? Более, наверное, половина выбросов приходится на автотранспорт.
95% татарстанцев выбирают место жительства с учетом чистого воздуха и качественной воды, отсутствия свалок. Но это не только требование. Большинство татарстанцев, как говорят, экоориентированы. Только в движении «Будет чисто» 10 тысяч волонтеров. Русское географическое общество в республике реализует пилотный проект по расчистке малых рек, питающих народное достояние – Волгу. Чем глубже мы вмешались в природу, тем глубже мы должны ей и помочь. И очистка малых рек, проект по очистке малых рек, он, на мой взгляд, именно опять вернусь к бассейну, вот объему бассейнового состояния, он необходим. Экологическая повестка в национальных задачах. Одни из главных целей, обозначенных президентом страны – решение проблем в системе обращения с коммунальными отходами, снижение выбросов в воздух, ликвидация опасных объектов, накопленного вреда, оздоровление водных объектов. Комплексные решения Татарстана и пилотные проекты, в том числе и самые масштабные в рамках страны по рекультивации иловых полей, угрозы для Волги, станут основой нового федерального проекта по оздоровлению водных объектов. Татьяна Тимошенко, Андрей Кузьмин, Андрей Ключников. 7 дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Барыгызга да иң изге теләкләр. Исәнлек, саулык теләп калабыз. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте, Исянмысыз. На следующей неделе в Татарстане существенных изменений в погоде ждать не приходится. Будет также облачно и снежно. Температура немного понизится к концу недели. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана в начале недели будет 4 градуса, затем 0 градусов. После температура чуть понизится, сначала до 6, затем до 10-11 градусов ниже 0. Ночью 5, к концу недели 10-14 градусов со знаком минус. Всю неделю прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега. На юго-востоке погода почти такая же. В начале недели 4-2 градуса мороза, затем 5-6. В пятницу и субботу около 10. В воскресенье опять 5 градусов ниже 0. Ночью 3-5 градусов в начале недели, 11-13 в завершении. Повсеместно снег и высокая влажность. В центре республики также все 7 дней будет облачно. Ожидается снег. Что касается температуры, то она здесь чуть ниже, чем в других районах. Сначала 3-5, затем 5-9 и 10-11. Ночью сначала 4, затем 11-14 ниже 0. На юго-западе Татарстана пасмурно и снежно всю неделю. Температура неустойчивая. 5 градусов в понедельник и вторник, затем 8 и 4. 8-10 к выходным, в воскресенье снова повышение до 4. Ночью от 6 до 8 в начале недели и 10-13 в конце. Пасмурно будет на северо-западе республики и в столице Татарстана. Температура в понедельник и вторник минус 4-5, затем минус 8, дальше 8-11. Ночью сначала 5 градусов, затем 14 градусов мороза. Снег обещают во всех районах на протяжении всей недели. Это все о погоде на предстоящие 7 дней. Берегите себя, хорошего вам настроения, всего доброго.